оглашение результатов выборов главы Республики Саха-Якутия предоставляется председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Алексею Михайловичу Ефимову. За кандидата Николаева Айсена Сергеевича проголосовали 229 314 избирателей, что составляет 71,40% избирателей, принявших участие в голосовании. Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия от 14 сентября 2018 года выборы признаны состоявшимися и действительными. В соответствии с пунктом 24 и статьей 64 Закона Республики Саха-Якутия о выборах главы Республики Саха-Якутия, Центральная избирательная комиссия Республики постановила считать избранным главой Республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича. Постановление Центризбиркома Республики опубликовано в газете «Якутия» 20 сентября 2018 года. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с высоким доверием народа, желаю вам больших успехов в работе во благо родной Якутии и нашей великой России. Разрешите вручить вам удостоверение об избрании главой Республики Саха-Якутия. Сахасерин Улок Тохторо, онна Айсен Сергеевич Николаев, Саха Республикатын Илдарханын үрдік солотугар кире вюрюляк теряен кыттылақтара. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия и участники торжественной церемонии. Преступление в должность главы Республики Саха-Якутия, гражданин Российской Федерации Николаев Айсен Сергеевич, избранный многонациональным народом Якутии по итогам прямых выборов, состоявшихся 9 сентября 2018 года, приносит присягу на обоих государственных языках Республики, текст которой установлен статьей 71 Конституции Основного закона Республики Саха-Якутия и Конституционного закона о главе Республики Саха-Якутия. Глубокоуважаемый Айсен Сергеевич, всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия, прошу вас принести конституционную присягу. Саха Республикатын Илдарханана бәһенәһен үтө хубастақтық толором, Россия Федерацияның Конституциятын, онна федеральный хоконлары, Саха Республикатын Конституциятын онна хоконларын тутугом, Республика национальной государства быгытнан анал тургун, онна элбэх муктав народын интерехин көмүскөм, кихи онна гражданин бравын ытыктым. Ден бәйім үті апынан, оны жоғымынан андағайымын. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина.
көзінен үрдік итеғали ылан көйбіт, Айсен Сергеевич Николаев, Саха Республикатын ел дарқанын үрдік солатуғар керілді. Народно избранный глава Республики Саха-Якутия Николаев Айсен Сергеевич официально вступил в должность главы Республики Саха-Якутия. Уважаемый Айсен Сергеевич, от имени всех якутян поздравляю вас со знаменательным событием для всего многонационального народа Якутии, вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия, и желаю вам успешной деятельности во благо родной Якутии и нашей великой Родины Российской Федерации. Уважаемый глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич, в этот торжественный день вам передается символ главы Республики Саха-Якутия. Церемонию передачи символа проводит первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Знак главы является символом высшего должностного лица Республики Саха-Якутия на срок исполнения полномочий и вручается лично после принесения торжественной присяги при вступлении в должность. Церемониальный знак является отличительным знаком главы Республики Саха-Якутия во время проведения торжественных мероприятий и официальных церемоний. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктабылла Сахан Серен Барджаны. Күнді өлжеттар, өтік маны доғыттар. Бастатан тұран әйеқа барғытығар ис сүрәк бетен. Әрелікет, он әйтіғалықет еген мақталбын кеттім. Мен білем, санам сүрін ертебілінен Саха ерін олықты оқтырын инелергер әппетінес болды. Туық бар билебін, күйіспін оқпын, түрәбі дойдығыт инеке хайдытығар анығам. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, гости,
с огромным волнением я обращаюсь к вам, ко всем жителям нашей бескрайней республики. В эти минуты начинается новый отсчет моей жизни. Отныне главным мерилом моих помыслов и действий станет исполнение присяги, которую я принес сейчас перед всем многонациональным народом Якутии. Для меня это означает ответственность. Ответственность перед моими родителями, которые сегодня находятся здесь, перед моими учителями, которые дали мне знания, воспитали меня гражданином своей Родины, перед моей любимой супругой, с которой я иду вместе по жизни, перед моими детьми, в которых я вижу свое продолжение. Ответственность перед старшими коллегами, совместной работой, давшими мне возможность вырасти как руководителю и профессионалу. Перед многими людьми, начиная от Оленевской тундры, заканчивая кремлевскими кабинетами, которые своей поддержкой все эти годы давали мне силы идти вперед. И это исключительная ответственность перед всеми жителями республики, перед нашей Родиной Якутии. Искренне благодарю вас за оказанную поддержку, за ваше доверие. Сегодня День государственности Республики Саха-Якутия, день, который подтвердил незыблемость нашего единства в составе федеративного российского государства, развитие республики как неотъемлемой частью великой российской державы. Якутия всегда была и будет оставаться форпостом России на северо-востоке Евразии. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь на огромный потенциал нашей республики. Якутия должна быть в авангарде освоения российской Арктики, в авангарде реализации национальной программы развития Дальнего Востока, о которой объявил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Сегодня мы стоим перед выбором, дорогие друзья, и выбор этот на самом деле судьбоносный. Оставаться ли нам в зоне привычной стабильности, постепенно скатываясь на обочину глобального развития, или, поверив в свои силы, сделать смелый шаг вперед, сделать, не боясь трудностей и больших задач. За прошедшие 4 месяца я объездил всю республику, встретился с тысячами и тысячами якутян. И повсюду я вижу огромное желание, огромное ожидание перемен. Вижу желание людей не просто выживать в наших суровых условиях, а жить и трудиться в полную силу в успешной и благополучной республике. Республике богатых и счастливых людей. Импульс перемен задан сегодня новой стратегией развития страны. Настало время смело идти вперед к лидерству Якутии среди российских регионов. Лидерству по темпам экономического роста, по развитию человеческого капитала, по улучшению качества жизни всех жителей нашей огромной республики. Уважаемые друзья, сегодня в Якутии реализуются индустриальные проекты мирового масштаба. Создается Якутский центр добычи газа и нефти, развивается один из крупнейших в стране угольных комплексов. Хорошие темпы набирают наши традиционные отрасли алмазодобыча и золотодобычи. Это основа нашей экономики. Наш вклад в укрепление мощи и лидерства всего нашего государства. И вклад этот будет только возрастать. Сейчас перед нами стоят задачи масштабного обновления экономики в ответ на растущую в мире конкуренцию. Это технологическая модернизация промышленных отраслей, развитие инновационных и креативных индустрий. Важнейшие условия экономического прорыва – это цифровая трансформация, развитие IT-отрасли, доступность коммуникации и интернета во всех районах республики. Это даст мощный стимул для внедрения цифровых современных технологий в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном комплексе, в транспорте. В стране и в мире все больше интерес вызывают шедевры самобытной культуры и ремесел народов Якутии. Об этом свидетельствуют яркие победы и достижения якутян. Открываются большие перспективы для развития туризма, потенциал которого поистине неисчерпаем. Друзья, нет сомнения, что главной движущей силой экономического успеха будут знания и компетенции якутян. Поэтому в первую очередь нам необходимо новое качество образования, как главное условие приумножения человеческого капитала республики. С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект и деловую инициативу.
В условиях нашей республики остро стоит вопрос преодоления географического неравенства в доступе детей, молодежи к новым знаниям, ценностям культуры и достижениям науки. Важнейшая задача – духовный рост якутян, воспитание патриотизма и гражданственности молодого поколения. Уверен, наша общая цель – создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребенок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации. Новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды в наших селах и городах, достаток и благополучие каждой семьи – все должно работать на всестороннее развитие якутян, независимо от места проживания или социального положения. Развитие экономики – это, конечно же, прежде всего основа для улучшения качества жизни тружеников, которые вкладывают в производство свои силы и энергию, свое здоровье. В городах республики, в центрах экономического роста, в Нерингаре, в Мирном, в Ленске, в Алдане должна быть создана современная социальная, жилищно-коммунальная, транспортная инфраструктура, не уступающая ничем лучшим городам нашего Дальнего Востока. Особая забота и внимание Арктике, за ней будущее Якутии. От декларативной поддержки арктической зоны нам надо переходить к реальным делам. Новая арктическая стратегия России открывает возможности для вовлечения в экономический оборот страны северных территорий Якутии с их колоссальными ресурсами. Мы должны активно участвовать во всех этих проектах для решения многолетних проблем наших арктических районов, для реального улучшения жизни жителей Арктики и ее коренных народов. Территория республики дает простор для реализации самых смелых проектов. Выполнение наших планов пойдет тем быстрее, чем скорее возрастет транспортная доступность Якутии. При поддержке федерального центра в рамках национальных проектов начнется реконструкция местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог, в полную силу заработает железная дорога до Нижнего Пестяка. Ключевым вопросом, требующим решения, должно стать строительство Ленского моста, который соединит колоссальные пространства северо-востока России. Несмотря на всю сложность задачи, непростую экономическую ситуацию, я уверен, что мы приложим все усилия, чтобы эта мечта многих поколений якутян наконец осуществилась. Уважаемые сограждане, главное достояние, объединяющее нас, это наша земля, наша природа, бескрайняя, суровая и любимая. Это она, богатая, но и очень уязвимая. Мы все должны прийти к пониманию, что нельзя бесконечно и бездумно только брать от природы, истощая землю, загрязняя воду и воздух. Я убежден, что, развивая экономику, планируя любой проект, нам надо заботиться о родной земле, заботиться о людях, живущих на ней, создавать здоровую среду для каждого человека, для его благополучия и счастья. Именно поэтому сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. Этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах республики, по формированию экологической культуры всего нашего общества. У всех нас общая судьба – жить здесь, хранить нашу землю для будущего, для наших детей, внуков и правнуков. Мы, якутяне, веками показываем всему миру пример жизнестойкости в самом суровом климате, где живет человек. Я считаю, что сейчас нам надо формировать и показать миру новую культуру, новую философию отношения к природе, найти баланс между технологическим развитием и сохранением окружающей среды для будущих поколений. Уважаемые друзья, сегодня наше правительство начинает работу по актуализации стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. В стратегии должны быть учтены мнения, предложения, инициативы жителей республики. Нам надо вместе определять приоритеты, вместе идти к поставленным целям, опираясь на силу гражданского общества и открытость власти. Только консолидация всего общества, всех якутян,
независимо от политических предпочтений, религиозных убеждений, национальности или социального положения, позволит достичь положительного результата. Якутия станет регионом высокой культуры и образованности, лидером с сильной экономикой, с высоким качеством жизни людей, регионом, открытым для лучших умов и талантов со всей нашей великой России. Мы должны работать так, чтобы были востребованы способности и энергия каждого, открывались новые возможности для молодежи, а старшему поколению было гарантировано благополучное долголетие. Объединимся для достижения общих целей. Добьемся главного, чтобы люди в нашей республике, от якутской промышленных центров до самого отдаленного наследия, жили богато и счастливо. Я искренне желаю успеха и благополучия всем нам, дорогие якутяне. Пусть процветает родная Якутия, пусть процветает наша великая страна, Российская Федерация. Тургутун, Сахара, Тургутун, Россия. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Петровичу Трутневу. Уважаемые участники торжественной церемонии, уважаемый Александр Сергеевич, поздравляю вас с праздником, с Днем Государственности. Уважаемый Александр Сергеевич, поздравляю вас с вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия. На выборах люди оказали вам большую поддержку. У вас один из лучших результатов выборов Российской Федерации. Это говорит о том, что люди верят в вас, доверяют и уважают вас. И это очень важно, потому что доверие людей – это и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь республики. Именно на доверие людей надо опираться. Вы только что поклялись своей честью и достоинством работать во благо республики, работать во благо жителей. Я хочу сказать, что сделать предстоит много для того, чтобы каждый год жители республики жили лучше. Хочу сказать, что мы будем рядом с вами в этой работе. Мы будем работать вместе с вами. Желаю вам удачи и успехов. Всего доброго. Уважаемый Александр Сергеевич, примите наши искренние поздравления в связи с официальным вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия. Саха Республикаты Елдар Ханагар Урой Айхау. Наша общая поддержка и единение во благо республики. Вместе мы сила! Якутия вперед! В честь Дня государственности Республики Саха-Якутия звучит Осохой, танец единения и дружбы. Возьмемся за руки, друзья.